Мир, он жестокий, он жестокий. Эта ситуация, она абсолютно не красит ОДКБ, она нанесла ущерб. Каждое государство преследовало, преследует и будет преследовать сугубо свои национальные интересы. Прежде всего, Кыргызстан вот в этой сложной, скажем так, геополитической партии на шахматной доске мы должны прежде всего руководствоваться своими интересами. То есть благополучие, то есть, ну, я скажу, да, опущусь до уровня, чтобы у нас была еда, чтобы у нас была работа, чтобы у нас была уверенность в завтрашнем дне, то есть это благосостояние, и чтобы мы безопасно жили, чтобы на нас никто не нападал, дал нам спокойно развиваться, рожать детей и быть уверенным в своем будущем. Поэтому нам нужно освоить азы геополитики и посмотреть, у какого геополитического игрока крупного, какие интересы, и с ними вести умную, грамотную политику. То есть мы должны преследовать сугубо свои интересы, исходя из степени угроз. Вместе с тем, это мое личное мнение, я не являюсь сторонником так называемой стратегии многовекторной политики, потому что страна все-таки должна определиться, проводить надежную, предсказуемую и последовательную политику. Если мы вступили в ту или иную региональную, международную организацию, объявляем кого-то стратегическим партнером и союзником, мы таковыми должны быть, а не действовать по принципу, когда нам выгодно, мы стратегические партнеры и союзники, помогите нам, а когда возникают хорошие времена, мы скажем, иногда зачастую мы начинаем шарахаться, как маятник, в другую сторону. И тем более недопустимо, учитывая размер нашей страны, заниматься шантажом и торгом. Это не приветствуется в геополитической игре. Вот на все вещи, которые происходят, мир, он жестокий, он жестокий. К сожалению, так уж сложилось, что за кыргызов, я скажу прямо, за кыргызов и за нашу страну мы больше никому не нужны. Он так устроен мир. Вот многие в связи с последним конфликтом пытаются в информационном поле предъявлять претензии, например, к тому же Владимиру Владимировичу Путину, Российской Федерации апеллировать. Почему вы не выступили на нашей стороне, не осудили действия таджикской стороны? А вы просто смотрите ситуацию в семье. Если вы живете в одной семье, так бывает, два брата, ну, либо брат с сестрой, бывают же ссоры, скандалы. Как должен действовать отец или мать, один из родителей? Он же не должен принимать сторону одного из этих. Поэтому эта ситуация, она абсолютно не красит ОДКБ, она нанесла ущерб. Единственное, нужно работать над ошибками. Надо, во-первых, изучить материальную часть, извлечь уроки, в чем они заключаются. Получается, что согласно уставных документов ОДКБ не предусмотрены механизмы реагирования ОДКБ в случае возникновения конфликта внутри. Когда есть внешняя угроза, то есть кто-то нападает на одного из членов ОДКБ, тут механизм понятен, как они должны реагировать. А вот когда возникает внутри самой семьи, дружной семьи ОДКБ конфликты, механизмы не предусмотрены. Вот эта проблема, ее нужно, значит, доработать, эту проблему решить, и чтобы впоследствии такого не было. И мир, к сожалению, ребят, устроен очень жесткий. Например, тот же президент Таджикистана, он президент Таджикистана. Он жестко, последовательно будет преследовать интересы своего народа, своей страны и своего клана. То же самое касается президента Российской Федерации. Он будет всегда преследовать интересы Российской Федерации. Каждое государство преследовало, преследует и будет преследовать сугубо свои национальные интересы. Мы, кыргызы, как малое государство, находящееся на геополитическом перекрестке, где имеет место столкновение глобальных интересов других игроков, мы должны четко выстраивать свою позицию через призму решения, опять же, своих двух проблем. Через призму, какую это пользу принесет в плане экономики, благосостояния нашего народа, и создаст ли эти действия для нас безопасные условия для развития и прогресса. Вот если мы через эти две призмы будем проводить свою внешнюю, понятную, надежную,
и предсказуемую политику, вот тогда у нас будет успех.